Раз, два, три. Доброе утро, уважаемые коллеги. Пожалуйста, начнем. Доброе утро. За отчетный период произошло 16 пожаров, погибших, пострадавших нет и крупных пожаров не было. Итого с нарастающим итогом с начала года 852 пожара, гибель 9 на 11, травмировано 12 на 9, спасено 30 человек. Также проведены рейды по жилому сектору, 42 рейда проведено, проверено 349 домов частных, проинфектировано правилам пожарной безопасности 861 человек. Доклад закончен. Спасибо, пожалуйста. Доброе утро. За прошедшую неделю инспекторским составом проведено 10 плановых проверок, 2 внеплановые проверки. Рассмотрено 4 жалобы юридических лиц, также граждан. Все. Спасибо. Доброе утро, уважаемые члены совещания. Оперативная обстановка в городе Якутске за неделю характеризовалась снижением регистрации преступности. Так, за неделю зарегистрировано 10 сообщений о преступлениях, раскрыто 6. Особо тяжких преступлений не зарегистрировано. Из числа ранее совершенных преступлений раскрыто 29. Это 1 тяжкий вред здоровью, 1 грабеж, 13 краж, 2 мошенничества, 2 преступления по линии экономики, 1 преступление по линии незаконного оборота наркотиков и 9 прочих преступлений. Установлено лиц, совершивших преступления 30. Из них ранее судимые 10, женщинами 3 и 1 преступление несовершеннолетним. Поступило сообщение об убийстве пропавших 15, в том числе несовершеннолетних 4. Установлено без пропавших 6, из них несовершеннолетних 3.
На сегодняшний день остается не найден один ребенок, ранее неоднократно уходил, состоит на учете. Учится в школе номер 1. Из ранее объявленных в розыск преступников установлено 3 человека. Обнаружено трупов без видимых признаков насильственной смерти 3, суицидов 31. По безопасному городу выявлено 6 фактов совершения административных правонарушений, раскрыто 2 преступления, также 2 преступления использованием архива безопасного города. По системе гражданин полиция сообщений не поступало, план перехват вводился 1 раз, транспорт не задержан. За неделю отделами и подразделениями составлено административных протоколов 1400. Специальный приемник за неделю доставлено административно арестованных 51 человек. На 1 сентября всего содержалось 48 человек. В СНП помещен 1 несовершеннолетний. В изоляторе временного содержания за неделю задержано 12 человек, арестовано 6, под домашним арестом 2, освобождено 9. За неделю в городе Якутске проведено 2 массовых мероприятия. Всего приняло участие 79 тысяч человек. На охрану общественного порядка было задействовано 214 сотрудников органов внутренних дел, 9 сотрудников ОМОН Росгвардии и 30 работников ЧОП «Гром плюс». На этой неделе у нас начинается операция «Фиктивная регистрация». Доклад закончен. Спасибо, Николай Петрович. Благодарю личный состав столичной полиции за организованные мероприятия 1 сентября. Все прошло спокойно, нормально. У нас с вами теперь в плане День города. Мероприятие начинается уже в субботу, поэтому это наша с вами задача. Второе, значит, с сотрудниками столичной полиции проводится очень серьезная, незаметная, но очень серьезная работа по выявлению и, значит, отправке домой лиц без определенного места жительства. Эта работа вами проводится полномерно, но есть, мы вот с Николаем Ивановичем обсудили проблемы с доставкой их до места жительства, скажем так. Да? Поэтому мы договорились, что на этой неделе нам необходимо будет провести большое собрание, совещание с участием Министерства транспорта, поскольку они занимаются межуулсными, межгородскими перевозками. Пожалуйста, просьба запланировать. Значит, Лилия Александровна, по вашей части, Симонова. Здесь, да? Пожалуйста, отметьте себе. Хорошо, спасибо. Пожалуйста. Доброе утро, уважаемые участники совещания. За прошедшую неделю на территории оперативного обслуживания транспортного комплекса города Якутска зарегистрировано происшествие по факту того, что 26 августа 2019 года сотрудник транспортной полиции Томский Айтал Николаевич самовольно покинул место несения службы с пистолетом ПМ и 16 патронами в неизвестном направлении. По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 224 УК РФ. 29 августа 2019 года прибывшими сотрудниками ДПС МУ МВД Якутска и ФСБ России по Республике Саха-Якутия и Северо-Восточное линейное управление МВД России на транспорт был задержан. В данное время помещен в ВВС. По данному факту проводится проверка. Политических акций, массовых мероприятий на объектах оперативного обслуживания не проводилось. Управление проводится оперативно-профилактические мероприятия Путина 2019, Арсенал, нефтепродукты. За прошедшую неделю зарегистрировано 4 преступления. За административное правонарушение в дежурную часть доставлено 104 граждан. За нарушение антиалкогольного законодательства 55 человек. За нарушение миграционного законодательства 7 человек. По иным административным правонарушениям 42 человека. Вмешательство в работу аэропорта речного порта города Якутска не допущено. Доклад окончен. Спасибо. Пожалуйста, Сергей Николаевич. Доброе утро. За прошедшую неделю на территории города Якутска зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых ранения получили 10 человек, погиб 1. В целях обеспечения безопасности дорожного движения выявлено 1114 правонарушений. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения задержано 52 водителя. За управление тонированными стеклами к административной ответственности привлечено 29 водителей. На специализированную стоянку доставлено 93 автомобиля. За нарушение стоянки, правил стоянки, остановки к ответственности привлечено 27 водителей. Урегулировано 12 транспортных средств. За неполнение требований предписанных дорожных знаков привлечено 11 водителей грузовых автомашин. В отношении должностных лиц за неделю составлено 3 административных материала. В выходные дни были проведены рейдовые мероприятия, а также обеспечено безопасное движение вблизи общеобразовательных учреждений. Доклад окончен. Спасибо. Пожалуйста. Доброе утро.
За отчетный период проведено 39 проверок, из которых внеплановых 21, рейдовых 18. В ходе всех проверок выявлено 28 нарушений, выдано обязательное предписание 4 и вынесено 2 предупреждения. Наложено 25 штрафов на общую сумму 29 тысяч рублей и взыскано 10 штрафов на общую сумму 5 тысяч рублей. Так, у нас начинаются субботники. Так вот, со 2 по 8 сентября начинается экологический марафон «Чистые берега Дальнего Востока». Прошу все округа принять активное участие в этом мероприятии. Ну и также с 6 по 29 сентября будут проходить субботники по линии «Зеленая Россия». Это федеральные субботники, но они предполагают, эти субботники, уборку несанкционированных свалок, отходов всяких, мусора, ну и посадку, конечно, деревьев. Сентябрь – один из самых благоприятных периодов для посадки деревьев, саженцев, поэтому тоже предлагаю принять активное участие в этом субботнике. Доклад окончен. Спасибо. Ну, эти субботники, действительно, это очень хорошо. Нам необходимо активнее принимать в них участие, просить горожан выходить на эти субботники. Ну, и мы в эти выходные, 7-8, приурочив ко Дню города, осуществим первые посадки саженцев в Парке Победы. Поэтому вас тоже просим принять в этом участие. Спасибо. Пожалуйста. Доброе утро. По оперативным данным, в период с 20 по 29 августа зарегистрировано 62 случая острой кишечной инфекции среди населения, связанных с употреблением готовых блюд в ресторанах «Софья» и «Белые ночи» города Якутска. 35 больные были госпитализированы в инфекционное отделение. Лабораторно сальмонеллез подтвержден у 27 больных. На 30 августа выписано из стационара 20 больных. Управлением Роспотребнадзора данные рестораны были закрыты. И в соответствии с законодательством материалы были переданы в суд для административного приостановления деятельности. Так, по результатам лабораторных исследований бактериологически выделена сальмонелла у 3 работников в пробах продовольственного сырья, смывах, что подтверждает несоблюдение требований производственной и личной гигиены и привело к возникновению групповой заболеваемости среди гостей. А сырье где они закупали? Какой производитель это? Ну, предварительно это сырье привозное из Краснодарского края. Так, все материалы были переданы в правоохранительные органы. Мы должны жителей как-то оповещать, или вы с партией уже разобрались с этой поставки? Что? Мы должны жителей как-то предупреждать, что покупать, что не покупать, или, в принципе, партия вся изъята? Но административное, в общем, расследование проводится. В общем, по окончанию будет информация полная. Потому что, вероятно, оно поступило ведь и в розничную продажу. Да, не только в оптовую, но и розничную надо быть как-то нам. Ну, в общем, проверка проводится. Хорошо, по как этому будут направлению. данные, пожалуйста, нам сообщите. Так. Хорошо. Иммунизация против гриппа. На сегодня вакцина против гриппа для детского и взрослого населения полностью разнаряжена и отправлена во все медицинские организации города Якутска. Начали с 21 августа, на 30 августа в целом привито 0,9% от общего плана. Так, идет подготовка ко Дню города. В этой связи просим не позднее 5 сентября предоставить список и схему расстановки объектов общественного питания и торговли пищевой продукцией. Закончил. Департамент предпринимательства, пожалуйста, в протокол, значит, предоставить схему расстановки точек общественного питания и торговли. Так, хорошо, ладно, спасибо. Феликс Александрович, административная комиссия. Доброе утро.
На прошлой неделе составили протоколы админкомиссии 63 протокола, промышленный округ 15, автодорожный 11, отдел потребрынка 8, Сайсарский округ 5, Октябрьский 5, Строительный 2, Губинский 2. Всего 111 протоколов, из них по 6.19, то есть по размещению объявления реклам. Афиш 58, по 6.9 по размещению временных торговых объектов без разрешения 26. По 6.25, то есть по нарушению правил по уборке территории 14, по 3.5 по нарушению тишины и покоя граждан 12, и по 5.3 это по регистрации животных 1. Из них в отношении управляющей компании составили 4 протокола, это дорожный округ. По предписаниям автодорожный округ составил 32, Гагаринский 5, Губинский 26, Сайсарский 10, Центральный 2, Канакалас 2, Марха 1. И пригородный 18, Логина, Кельдемский 2, Хадас 1. Всего составлено предписание 99, в отношении управляющей компании 24. Исполнено из них и ранее составленных 89. Всего за год составлено 2079. Предписание из них исполнено 1934. Не исполнено 145. Не все. Угу. Ну, то есть проценты и вообще количество исполнения у вас растет? Да. Растет предписание как бы и управляющей компании, и юридические лица, в отношении которых вы выносите эти предписания, они стали более исполнительны, да? Да. Хорошо, хорошо. Ладно, спасибо, садитесь. Управление дорог. Доброе утро. Неделя прошла в штатном режиме. Так, у нас ситуация меняется в лучшую сторону. По Мархе у нас земляные работы фактически вышли на завершающий этап. Остались работы по улице Газовиков на участке от Школьной до Конечной. Ну, для ориентира это магазин «Факел». По благоустройству по Якова Петерса и по улице Экспериментальная все работы по благоустройству также вышли на завершающий этап. По улице Школьная за выходные проведены работы по подготовке основания под асфальтирование. Ну и также параллельно идет укладка бордюрного камня. По выносу коммуникаций также здесь последний вынос у нас был возле школы. Там газовики у нас справились. В целом по Мархе, по вашему поручению в пятницу мы составили акт, направили претензию. Сегодня подрядчик проверит, подпишет надлежащим образом. По автодорожному округу у нас... Так, подождите. Значит, то, что у него был асфальт ненадлежащего качества, он его снял? Еще нет, но поэтому второй слой по улице Экспериментальная пока не уложил. То есть ждет... Вот хорошо, что мы начали в этом году впервые проводить лабораторные исследования состава асфальта. Удалось вовремя выявить, что подрядчик уложил асфальт не того качества, ненадлежащий. Будем надеяться, что это как-то сыграет роль в долговечности дорожного покрытия. Ну и по лаборатории также скажу то, что на прошлой неделе были изъяты керны по Хатунгеровскому шоссе, также направили, но первоначальные данные показывают то, что они, в принципе, соответствуют требованиям государственных стандартов. По остальным участкам, где сделали замеры, пока нарушений нет, да? Пока нет, ну это пока. Посмотрим, как заключение выйдет. По автодорожному округу у нас, получается, на прошлой неделе по улице Красильникова также были проведены работы по врезке. По шестой школе, по автодорожной у нас вторая часть улицы закрыта, это Старопокровский до Воинской. По строительному округу у нас, если пройтись, то начались работы по асфальтированию улицы Жарницкого на участке от Семена Данилова до улицы Редзинского. Уложен первый слой асфальта. Это улица Сауруна Маллана. Здесь проведены работы по устройству водоотведения, по укладке бордюрного камня со стороны 202-го микрорайона полностью завершены. Улица Ларионова, также проведены работы по выносу и также подготовительные работы в части укладки бордюра и подготовки оснований под тротуары и велосипедные дорожки. Строительство моста Шестаковка, также идут монтажные работы. В принципе, подрядчик строительной компании «Лен»
справляется, особых замечаний со стороны заказчика нет. Это улица Якова Петерса. Здесь асфальт уложен от улицы Экспериментальной до окончания участка возле СИЗО номер 1. Там у нас предполагается вынос сети Ростелекома. В принципе, на прошлой неделе все эти моменты также отработали, на этой неделе завершим. Улица Школьная, вот подготовлено основание. Здесь была большая зона пучинообразования, которая уже ликвидирована подрядной организацией. Они качественно сделали выемку грунта? Да, получается и процент, и коэффициент уплотнения, все вот эти вот мероприятия мы также проверили, и они соответствуют. На этой неделе у нас предстоят асфальтовые работы по Хатюмиравскому шоссе, по улице Красильникова, по улице Школьная как раз таки и по улице Чайковского. По улице Чайковского, к сожалению, в пятницу не смогли переврезку сделать, так как не нагнали соответствующее давление. Поэтому эти работы перенесены на завтра. Из-за газа, да? Да. Ну, хорошо на самом деле, что удалось найти, где точно расположен магистральный газопровод, удалось, значит, сделать переврезку, правильно? Да. То есть это довольно долговременные работы, не Ну, на одно десятилетие, наверное, даже. Ну и как было анонсировано, все такие энергозатратные, ресурсозатратные работы именно по строительству дорог, это благоустройство и вынос сетей не вышли на финишный этап, поэтому у нас остается вот только работы по асфальтированию. Ну, смотрите, значит, горожане очень обеспокоены сегодняшним состоянием улицы Петра Алексеева. Когда мы ее временно и частично открыли, значит, наши люди подумали, что работы завершены и улица открыта. Значит, пожалуйста, через департамент СМИ разъясняйте людям, какие будут дальше проводиться работы. Хорошо. Потому что они видят тот слой асфальта, который на сегодняшний день есть, они видят, что не завершены работы по водоотведению, они полагают, что это все. Хорошо? Поэтому с графиком, в какое время какие работы будут проводиться, необходимо разъяснить. То же самое по улице Чайковского. В соответствии, значит, с нашими планами, некоторая часть работ изначально предусмотрена к завершению в следующем году. Да. Правильно? Они опять в этом году этого не увидят, и начнется опять: ах, не сделали, украли, что вы там еще сделали, коррупция и все такое. Поэтому, пожалуйста, разъясняйте, чтобы люди понимали этапы работ. Хорошо, Это наш первый год совместный, поэтому я думаю, что когда мы в 4 года будем в асфальт улицу, значит, закатывать, все уже будут дорожники, все будут знать и все будут относиться спокойно. А первый год надо разъяснять. Хорошо? Принято. Хорошо, спасибо. Садитесь. Так. Алексей Михайлович, главстрой. Доброе утро. Ну, мы также совместно управление дорог прошлой неделе мы дважды провели встречу с каждым подрядчиком по дорогам. Естественно, еще раз корректировали наши планы на ближайшую неделю. Кроме этого, за прошлую неделю мы, значит, организовали совместно с структурными подразделениями это уже приемку передачи наших скверов. Это Труженики, Тыла и площадь Ворота. Вы передали их? Мы сейчас в стадии передачи. По Тыла вопросов там у нас нет сложных. По воротам Якутска были замечания у Горсвета, мы сейчас тоже устраняем, но планово, думаем, завершим. И озеленение там еще остается у подрядчика гарантийных обязательств, где тоже вот в рамках сентябрьских посадок, наверное, все закончится. Соответственно, с ИГХ вы их будете оставлять у себя или передавать парку? Содержание у кого необходимо предусмотреть? Куда? В управу передавать? Да. Так, ну давайте мы с вами вообще по содержанию общественных пространств еще раз посмотрим, потому что есть вопросы, я полагаю, что управы не смогут все содержать, ну или как. Нам надо финансирование заложить, потому что этих объектов ранее не было и, соответственно, денег на них нет. Хорошо, дальше продолжайте, пожалуйста. Также мы, значит, осуществили выезд на Кедр, культурно-спортивный комплекс, там работы ведутся, есть небольшое отставание по наружным делам, по наружным строительно-монтажным работам и благоустройству. Но обещает подтянуться. В эту неделю еще раз мы, значит, с подрядчиком туда запланировали выезд. Людей туда добавили. Хорошо. Но По школе в Кангаласах
Да, В соответствии с заключением, которое нам предоставили Управление закупок, пожалуйста, просьба изменить дорожную карту, потому что мы сокращаем сроки там Да, мы общественных разобрались, слушаний. Светлана Декабриновна, значит, сегодня-завтра мы откорректируем и по вашему поручению до 5 И мы числа. должны, собственно, председателю правительства Солодову внести информацию о том, когда мы реальные сроки, значит, по Кангаласской школе. Хорошо. Также мы по Кангаласской школе тоже выезд сделали, там ведутся работы, у нас уже начаты работы по водоотведению старой школы. И уже мы разбивку сделали по выносу сетей канализации. К сожалению, тут у нас, опять же, по сетям газа у нас 30-го аукцион не состоялся второй раз. Отказались в последний момент. Но, Цена маленькая, да, или что? да, уповают на маленькую стоимость работ и короткий срок производства работ. Но сегодня мы еще раз с УГРСом отрабатываем, они нам двух еще посоветовали, со Светланой Кавриновной мы тоже проговорили, значит, сроки, как мы еще раз... А экспертизу, когда проходили, они посчитали по нормальным ценам и расценкам? Да, мы посмотрели вот, по экспертизе. Потому что понятно, что цены не мы с вами выставляем, они исходят из проекта, правильно? Исходят из проекта, затем проходят экспертизу вот сметной части и утверждаются определенные цены. Ну, у нас одна из больших проблем вообще с газовиками на сегодняшний день, и также это по дорожно-уличной сети, это то, что у УГРС сегодня тарифы на повторные пусконаладочные работы утверждены внутренним документом, не отвечающим сегодня нормативами сметных стоимостных показателей. То есть они выше, чем нормативы Да, строительные? совершенно верно. И за этого экспертиза не принимает эти расчеты. Государственная экспертиза, региональный центр, они эти затраты сегодня не могут принять ввиду отсутствия нормативной базы вот именно по этим расценкам. Но также мы с ними договорились, они сегодня формируют документы и подают в региональный центр для того, чтобы защитить эти тарифы на будущее, чтобы у нас они отражались в проектно-сметной документации в полной степени стоимости. Максим Макарович, этот вопрос на контроль возьмите, пожалуйста, потому что ценообразование в строительстве, здесь у нас есть определенные проблемы. Вот мы Это нам уже... на будущее тоже очень важно, потому что проектные работы сегодня, которые намечены у нас по дорогам, это тоже будет отражаться. Нам до 2026 года необходимо еще каждый год закатывать по 25, по 22 километра асфальтовых дорог, и эта проблема будет ежегодная. Так, хорошо. И провели, значит, в прошлую неделю тоже совещание в Минтрансе по дорожно-уличной сети города Якутска по 2020 году. Ну и сегодня у нас тоже планово по первого заместителя председателя правительства также по дорогам 2020 года. Все. Хорошо. Нам надо с вами будет нынче рассмотреть, значит, реконструкцию Толстого 20 и Вилюйский тракт на этой неделе. Так, хорошо, хорошо. Так, Симонова, отдел транспорта, пожалуйста, Лилия Александровна. Эдуардовна, доброе утро. Работа отдела организации и контроля транспортной деятельности прошла в штатном режиме, графики выполнены на 90%, маршруты, которые выполнили графики менее 90% в курсе. Это какие маршруты? Какие маршруты менее 90%? Более 90% выполнили рейсы 5, 17 в порядке убывания зачитываю 1, 20, 15, 35. Менее 90% в порядке убывания 4, 7, 18, 19, 41, 16, 14, 25, 6, 8, 2, 3 и 9. Самая То есть плохая ситуация подавляющее большинство маршрутов у нас, значит, осуществляет перевозки менее 90% соблюдения от графика. 80 Да? до 90. Самый отрицательный результат у кого? У 9 маршрута. Почему? Не хватает единиц транспортных средств по технической неисправности и по состоянию здоровья водителей. Но у нас с вами нашим договором, в принципе, это не принимается во внимание. Это проблема маршрутов, это проблема бригадиров, как организовать, это, собственно, проблема индивидуальных предпринимателей, которые подписали с городом контракт на то, что они будут осуществлять эти перевозки. И что транспорт сломался или транспорт старый и так далее, это как бы ни нас, ни горожан не волнует и не касается, так? Так, ситуацию сейчас решаем. Автолайн обязуется по осеннему графику, у нас с 1 сентября подписаны новые графики, обязуется выполнять данные рейсы. Завтра у нас запланировано совещание как раз по исполнению договорных обязательств ООО «Автолайн». Угу. Тем не менее, значит, город Якутск тоже свою лепту в это вносит. Мы нынче получили 20 новых автобусов, правильно, выделили средства. Да, это не безвозмездно, да, это возвратные средства. Но, в общем, на самом деле 6% годовых – это мало.
Это меньше, чем ипотека у некоторых, так ведь, под приобретение автобусов. Поэтому мы, предприниматели автобусников, как можем, тоже поддерживаем, причем за счет городского бюджета. Таким образом, мы требуем взамен неукоснительного исполнения графиков движения. Верно. Так, значит, на этой неделе вы готовы провести совещание совместно с Общественной палатой города Якутска по рассмотрению вопросов о внесении изменений в существующие контракты. После заключения правового департамента, да, будет внесено предложение. Так, не затягивайте, потому что мы сейчас заходим в осень, в зиму, в холодные периоды, когда стоять на остановке очень некомфортно. Так, хорошо, садитесь. СГХ, подготовка к зиме. Доброе утро, коллеги. Городские службы функционируют в штатном режиме. По подготовке к отопительному сезону у нас паспортизация по многоквартирным домам составляет 99%. Есть хвосты, но они устраняются в рабочем порядке. По объектам, по социальным объектам, по объектам культуры, физкультуры и спорта и образования у нас готовность 100%. Есть задержки по паспортизации объектов здравоохранения. При технической готовности 94%, они показывают паспортизацию на уровне 57%. Мы на прошлой неделе получили приказ Ростехнадзора о проведении проверки. То есть в октябре будет проведена проверка объектов города Якутска на предмет готовности к зиме, по итогам которой будет выдан паспорт готовности. Ну, также в соответствии с вашим распоряжением сейчас осуществляется запуск тепла. Сегодня начинается запуск тепла в школы и детские сады. Ну, необходимо отметить, что в принципе у нас все нормально, в рабочем порядке все идет. По объектам фонда капремонта с учетом расторжения договоров на этот год запланированы мероприятия по 45 многоквартирным домам. Это получается у нас 94 вида работ. В том числе 4 объекта предусматривает выполнение ремонтных работ систем теплоснабжения. Эти работы выполнены 100%. Вместе с тем есть у нас вопросы, касаемые ремонтных работ кровли. Это у нас 10 объектов по нашему городу Якутску, где крайне низкие показатели выполнения работ. В связи с этим по поручению Владимира Юрьевича подготовлено письмо в адрес министра ЖКХ, в адрес фонда капремонта об усилении контроля. Ну, также у нас сейчас у нас идут подготовительные мероприятия ко дню города. Мы сегодня-завтра выставляем технику на Парк Победы для вспашки земли. Ну, в целом у нас все в рабочем порядке. По жилому фонду какие дома у вас на сегодняшний день вызывают обеспокоенность? Вы имеете в виду в целом или по фонду капремонта? По отоплению? Да. Ну, у нас есть объекты по Кузьмина, 23, 26, 28. Ну, они в рабочем порядке у нас решаются. Есть несколько объектов в Мархе. Ну, это аварийные дома, которые всем известны, которые из года в год... Анна Александровна, Маганский тракт, как у вас? 2-й километр. Доброе утро всем. Маганский тракт, там узел вода сделан, заваленка уже обрешетку сделали, и с сегодняшнего дня они приступают уже капитально прям к работам. Под контролем лично у нашего главного специалиста, поэтому он утро... Жители постоянно обращаются? Да, я вчера разбиралась. Недовольны темпами работ? Угу. Да, есть такое, есть. Ясно. Держите на контроле, Держим пожалуйста, на контроле, Иван да. Анатольевич. Да. Так, хорошо, садитесь. Спасибо. Так, жилкомсервис. У меня весь телефон завален фотографиями с санитарных точек при многоквартирных домах, которые завалены мусором. Значит, жители предполагают и полагают, что это наша с вами отвратительная работа. Вместе с тем мы должны пояснить, что мы, город Якутск, в соответствии с новым законодательством, вывозом мусора с санитарных точек не занимаемся. Это работа регионального оператора Якутск Экосети. Сазонов здесь? Ну, сейчас мы вас послушаем тоже. Тем не менее, все эти фотографии, значит, получаем мы. Жилкомсервис деньги не получает, бесплатно вывозит на сегодняшний день мусор с города, понимая, что санитарное состояние города, ну, в общем смысле, конечно, мы контролировать обязаны.
Но, тем не менее, мы сейчас бесплатно работаем за регионального оператора. Какие у вас подвижки по взаимодействию с Якутской Осетией относительно погашения задолженности? К сожалению, продемонстрировать какую-то положительную динамику в части платежеспособности регионального оператора в адрес жилкомсервиса я сегодня не могу. Тем не менее, мы движемся, скажем так, совершая необходимые юридически значимые действия по заключению договоров в части компенсации оплат расходов водителей, да, которые работают на транспортных средствах Якутской Осетии. В части, ведем переговоры в части оплаты топлива и так далее. Да? То есть продолжена работа в судебной плоскости по взысканию задолженности. Да, действительно, вопрос очень сложный. Сейчас у нас идет тесная, плотная работа с государственным регулятором, поскольку в связи с последними событиями тариф будет пересмотрен в части снижения. И это, безусловно, напрямую коснется жилкомсервиса, потому что та инвестиционная составляющая, на которую сегодня должен понизиться тариф, она сегодня сидит в тарифе жилкомсервиса. Здесь ситуация, ну вот я рассказала, да, как обстоит. Мы готовим заявку на утверждение тарифа на долгосрочный период, это 2020, 2021, 2022 год. Это большая работа, все выходные работали. Документы подаем в Госкомцен в сроки. Работаем в плотном режиме. Так, по безнадзорным животным движения никакого нет, да? Могу сказать, ну, не могу согласиться с этим, потому что отлов безнадзорных животных за последнюю неделю был увеличен более чем... Нет, я немножко о другом, Валерия Сергеевна. С 1 января 2020 года вступает в действие новый федеральный закон об ответственном обращении с безнадзорными животными, в соответствии с которым значит, муниципалитеты обязаны будут стерилизовать отловленных животных, значит, прививать животных. Соответственно, после стерилизации нужен определенный период реабилитации, поскольку это полостная операция. После этого они должны быть выпущены в естественную среду обитания, то есть в город обратно. Животные, которые признаны будут ветеринарной службой агрессивными, должны будут в соответствующих приютах содержаться пожизненно. Но вместе с тем мы должны понимать, что в соответствии с действующим законодательством, значит, отлов, содержание и прочие работа с безнадзорными животными – это обязанности субъекта, то есть обязанности республики. В соответствии с законом Республики Саха-Якутия указанные полномочия в составе других были переданы всем муниципалитетам. Но на сегодняшний день нет постановления правительства республики о размере, значит, стоимости работ по стерилизации, по уходу, по кормлению, по прививкам для безнадзорных животных, значит, по отлову, соответственно, тоже. Да? И, соответственно, нет постановления правительства, которое будет регулировать, значит, размеры и прочие показатели по приюту, который должен, обращаю ваше внимание, начать работу с 1 января. В этой связи повторно, значит, проконтролируйте, где наше письмо, в котором мы, как муниципалитет, отказываемся от исполнения этих государственных полномочий в связи с недостаточностью финансирования и отсутствием нормативно-правовых актов, на основании которых мы будем работать. Я про это говорю. Спасибо. Садитесь. Так. Владислав Владимирович, Якутская Осетия. Доброе утро, уважаемые коллеги, уважаемая Сардана Владимировна. Ситуация по экосетям действительно сложная. Имеется задолженность, которая образовалась у нас в течение этого года. Она составляла 122 миллиона. Буквально 30 июня было заседание правления РЭК, в ходе которого был пересмотрен тариф жилкомсервиса. И тариф жилкомсервиса в настоящий момент составляет 115 рублей из 387. То есть ранее было 387, сейчас 115 рублей. Соответственно, инвест-составляющая выпадает. В настоящее время мы после получения заключения правления РЭК будем проводить корректировку жилкомсервисом об уточнении задолженности. Что касается санитарного состояния, да, действительно, санитарное состояние достаточно сложное, но
Силами Якутской Осетии весь подвижной состав эти не работал. К сожалению, Жилкомсервис, имея намерение продлевать договорные отношения по вывозу, по аренде техники с экипажем, к сожалению, в пятницу, субботу не работал. Наша техника работала и днем, и ночью мы выставляли по 7 автомашин. Сегодня также из 11 автомашин у нас выехало 9. К сожалению, Жилкомсервис выпустил только 3 автомашины, и хотелось бы точно уточнить, собирается ли Жилкомсервис продлевать договорные отношения. Если будет отказ, соответственно, мы будем вынуждены заключать договоры с другими лицами, то есть имеющие соответствующие лицензии на право перевозки отходов. За неделю у нас вывезено 13 128 кубов, из них крупногабаритно 1398. Вот. Что касается оплаты задолженности за прошедший период, скажу, что руководством прежним действительно были нарощены долги. Ну, в августе месяце мы за те периоды заплатили частично сумму. Эта сумма составила 10,5 миллионов. Еще раз хочу отметить то, что сумма оплаты напрямую зависит от фактического поступления платежей. К сожалению, с учетом пересмотра тарифа мы выпадем примерно на 3 месяца. Об этом мы руководству республики в лице Министерства ЖКХ доложили. Кассовый разрыв достаточно у нас будет серьезный. И стоит вопрос повестки дня о выделении финансовых средств, то есть поиска источников финансирования для поддержания работы Якутской Осетии. Спасибо. Так, ну что касается Жилкомсервиса, я думаю, что, имея такую задолженность перед Жилкомсервисом, указывать на то, что они не выходят работать в субботу и воскресенье, ну, по крайней мере, некорректно. И я должна всем присутствующим сказать, что в ближайшее время счета Жилкомсервиса будут закрыты в связи с имеющейся налоговой задолженностью. И поэтому, как дальше у нас Жилкомсервис будет работать, мы сейчас ломаем голову. При этом деньги Якутской Осетии Жилкомсервису не платят, поэтому здесь мы никакие претензии не принимаем. Второе. Действительно, ближайшие 3 месяца будут довольно сложными в связи с тем, что действительно, значит, принято решение о том, что руководством республики, о том, что население не должно вам платить в рамках вот того перерасчета, который будет осуществлен, соответственно, денег у вас не будет вовсе. Значит, я вынуждена была в сложившихся условиях обратиться к руководству республики с целью понуждения вас к частичной оплате, значит, имеющейся задолженности. Нашла полную поддержку и понимание, поэтому в ближайшее время на уровне руководства республики проведут еще одно совещание, в котором, как мы договаривались, Максим Макарович, значит, пропорционально будут рассчитываться из поступающих денег, сколько вы будете перечислять Жилкомсервису. Но это наша общая задача. Вместе с тем, уважаемые главы управ, работа по вывозу мусора, как мы бы тут не перепирались, что это республиканские органы должны делать, или мы это должны делать, город наш с вами, санитарное состояние – это наша общая задача. Поэтому в части договорной работы, заключения договоров с юридическими лицами, на которые на сегодняшний день не заключают договоры и образовывают в городе не просто твердые коммунальные отходы, а именно крупногабаритный мусор, которые не просто вываливают на городские санитарные точки. Вот в этой части работа у нас должна быть общая. Обращаю ваше внимание, что город Якутск в лице Жилкомсервиса все-таки является учредителем Якутской Осетии, пусть это 49%, а не 51%, но 51%, значит, в лице ООО, это мы понимаем, что это республика. Поэтому совместная работа, как бы мы здесь по деньгам тут не считались, по договорной части должна быть продолжена. Садитесь, пожалуйста. Так, управление образования. С сегодняшнего дня в школах города начинается учебный процесс. Вот школьным отделом нынче мы приняли, в городе увеличилось детей на 2900 учащихся, и сегодня около 48 тысяч учащихся. В прошлом году у нас было 45 тысяч с лишним. Из них в первые классы пошли, по предварительным данным, 5300 детей. Окончательная цифра будет после сдачи статотчетности в 20-х числах сентября. По дошкольным образовательным учреждениям... Всего сколько школьников получается на сегодняшний день? 48 тысяч.
Мгм. Ну, мы должны только радоваться, что детей больше. Вместе с тем школы трещат уже по швам. Да, дошкольные учреждения будут запущены по температурному режиму. Так, от объекта ГЧП у меня запущено по моему приказу, под мою ответственность. Так, в эти дни будем работать по прививочной кампании. Тут нужна поддержка информационная, чтобы мы сами, руководители, подавали своим примером, получали первыми прививки и показывали пример всему коллективу и школьникам, и родителям тоже. Также будем работать по смотреть комплектование и так далее, то есть по новым запущенным объектам. Так, хорошо. Значит, на этой неделе нам с вами обязательно нужно проехать школу 35, посмотреть по недоделкам, что исправлено, что осталось. Так, значит, 27 сентября будет производиться заливка основания под вторую школу в 203 микрорайоне. Но мы ее условно называем вторая школа, имеется в виду вторая по количеству. Да, 27 сентября начнется, и значит, в соответствии с ранее данным поручением главы республики, данная школа должна быть введена 1 сентября 2020 года. Сроки очень сжатые, поэтому просьба всем вместе во все глаза смотреть, потому что темпы пойдут ускоренные. И это же касается значит, пристроек к школе номер 31. Да, там сроки как бы более-менее такие нормальные, в принципе, должно быть все хорошо, но тем не менее, чтобы и ваши технадзоры тоже к этой работе присоединились и смотрели все вместе. Хорошо? Так, значит, по школе в Кангаласах ситуацию тоже контролируйте, это ваши объекты строятся. Значит, и мы провели же совещание на прошлой неделе на уровне первого заместителя председателя правительства Алексея Александровича Стручкова в части уменьшения количества путем создания территориальных образовательных комплексов. В принципе, по дошкольному, по учреждениям дополнительного образования наша позиция одна, их количество сокращаться не должно. Мы не говорим ни в коем мере о сокращении школьных мест, мы не говорим о сокращении количества учителей и персонала школ. Мы говорим об оптимизации численности управленческого персонала. Вот эту работу, пожалуйста, разъяснительную проводите. Вечерняя школа должна остаться в том виде, в каком она есть. Никому она присоединяться не будет. Хорошо. Все, спасибо. Так, автодорожный округ. Доброе утро. На 2 сентября все 304 многоквартирных дома получили акты готовности, что составляет 100%. По линии OneClick за неделю поступило 4 обращения с начала года, 96 просроченных обращений не имеется. Ведется работа по высадке саженцев, на текущую дату посажено 300 штук. Проведены субботники в общеобразовательных учреждениях по уборке своих и прилегающих территорий. По мероприятиям проведен единый информационный день. 30 августа состоялся добрососедский субботник по посадке саженцев в рамках социальной акции добрососедства. Начинается с детства, совместно с управляющей компанией и жителями, а также передана эстафета данной акции в Гагаринский округ. 30 числа также Советом ветеранов округа принято участие в городском мероприятии «Ветеранское подворье». Принято участие в торжественном открытии арт-объекта «Эко-стена», который проведен по инициативе актива жителей микрорайона Прометей. Так, 1 числа состоялось открытие новой школы в микрорайоне ДСК. Вкратце так. Так, ладно. Коллеги, меня в первую очередь интересует подготовка к зиме. Марха, пожалуйста. Марха. На сегодняшний день паспорта готовности получили 95%, ну, исполнение 95%. Без промывки в настоящее время у нас 4 дома. Это дома там, где нет централизованного водоснабжения. То есть это улица Комарова и Кошевого.
Везде в остальных, значит, домах промывку прошли. И у нас, значит, есть несколько домов, 8 домов конкретно, где, значит, ремонт узлов ввода в системе отопления, но уже как бы на сегодняшний день эта работа будет закончена. И сразу же начнется замена трубопровода. Ну вот как-то так. Спасибо. Так, Максим Макарович, пожалуйста. Доброе утро, Сардана Владимировна, доброе утро, коллеги. Значит, за прошедшую неделю... Громче, пожалуйста. За прошедшую неделю провел ряд встреч с коллективами подведомственных подразделений, в том числе Департамент финансов, Департамент экономики и другие. Также был проведен выезд в торг Ангаласы и проведена видеоконференц-связь с Корпорацией развития Дальнего Востока по передаче нам объекта пожарной системы пожаротушения. Ну, высказала я мнение, что пока нецелесообразно, они просят такой ответ. Данный ответ мы сейчас готовим. По линии ЯПАК в воскресенье запущен новый маршрут Якутск-Максоголох на новых автобусах. Проведена встреча с экосетями и жилкомсервисом. Вот по данному вам поручению рассмотрены источники погашения налоговой задолженности. И на этой неделе будем рассматривать вопросы выплаты заработной платы. Также мы с экосетями предложили им все-таки еженедельно, то есть оплачивать все услуги текущего характера, которые оказывает жилкомсервис. Ну, вроде понимание есть, но ситуация вот осложняется тем, чем... Понимание есть, денег нет, да? Да. Так, ладно. Надеемся на то, что они кассовый разрыв свой закроют. Так, на сегодня все. Так, мы с вами, значит, объявили в городе Якутске режим чрезвычайной ситуации в связи с очень низким уровнем воды. У нас есть обеспокоенность относительно городского водозабора и в части подготовки к зиме. Потому что мы понимаем, что если такой низкий уровень воды, то зимой он промерзнет капитально. Да, вот. Поэтому водоканал сейчас должен провести определенные срочные мероприятия по, значит, прорези той косы, которая образовалась напротив водоканала. Поэтому просьба, Владимир Юрьевич, Максим Макарович, вопросы КЧС взять на особый контроль, поскольку необходимо обеспечить должное и быстрое финансирование. Да, водоканал готовит, к 15 сентября они готовят проект. Там у них работает гидрологическая служба института. 15 сентября они представят проект. То есть вы в части финансирования, Владимир Юрьевич в части должного проведения работы. Спасибо. Павел Николаевич, есть что? Доброе утро. Особой информации нет. Есть ряд объявлений. Коллеги, сегодня, как вы все знаете, состоится очередная сессия Якутской городской думы. Всем руководителям прошу принять участие. Кроме того, сегодня является днем окончания Второй мировой войны. В связи с этим у нас в 15 часов на площади Победы также запланированы мероприятия. Прошу также там принять активное участие. Кроме того, у нас 4 сентября в Большом зале будут проходить депутатские слушания в ходе реализации национальных проектов в городе Якутске. Руководителям структурных подразделений, кто является координатором работ по национальным проектам, надо будет серьезно подготовиться и присутствовать на этих депутатских слушаниях. И последнее. У нас 7 сентября в 11 часов будет начато мероприятие по созданию парка Победы. Об этом тоже вы знаете. На Портовской трассе в районе памятного скульптурного комплекса Юс-Серге планируется в целом на этой местности посадить 8 тысяч деревьев. Управы все знают, наши структурные подразделения, кто там задействован, об этом тоже знают, готовятся. Нам главное обеспечить выход наших горожан на мероприятие участия. У меня все, спасибо. Спасибо. Владимир Ильич, пожалуйста. Доброе утро, уважаемые коллеги. Сардана Владимировна, на прошлой неделе я хочу отметить ряд таких ключевых моментов, которые прошли, и есть обратная связь от наших горожан, которая сегодня может нам дать следующий посыл и вектор дальнейшей работы. Проведено было комиссия по чрезвычайной ситуации в ряде домов города Якутска, я об этом скажу.
Координационный совет по ЖКХ, где нам было предложено нашими членами после выезда по территориям города Якутска о том, что есть идея, о том, что необходимо нам поставить весовую на наш полигон, который даст нам более контрольно ввести вывоз мусора с города. Проведены было 13 объездов по городу Якутску. Это непосредственные встречи на местах с управляющими компаниями, с горожанами. Были проведены объезды социальных объектов. Здесь есть положительная динамика и хорошая практика, об этом я скажу. Ну и был выезд такой, в отсутствие Евгения Николаевича, на Шестаковку, где тоже есть вопросы по шлюзу и по домам ФКР. Хочу остановиться на нескольких моментах, которые хотел бы отметить для наших коллег и управляющего персонала в части по КЧС. Мы провели, так скажем, анализ о том, что выносится на КЧС ряд вопросов, а именно финансирование бюджетных средств на восстановление домов либо оказание помощи. Хочу отметить положительную практику по Кузьмина 23, 26 и 28, когда мы начали разбираться с УК «Плутон». Суммы были по 500 000 рублей за каждый дом по восстановлению. Потом, проведя мероприятие с управой и с управляющей компанией, сумма гораздо снизилась. Этот показатель говорит о том, что нам необходимо при выносе средств на решение локальных чрезвычайных вопросов, которые проводятся через комиссию, более тщательно работать с СГХ и управами. Этот пример говорит о том, что мы можем экономить и оптимизировать затраты в городе и перенаправлять их на более эффективные и нужды, необходимые нужды. По итогам объездов в Октябрьском, Строительном, Сайсарском, Мархе, Гагаринском округе, Пригородном, я в Багарахе был, разговаривал с нашими людьми. В общем целом по отопительному сезону из ряда вопросов, которые задавались горожанам, управляющим компаниям, они сняты. В целом и в общем по отопительному сезону город подготовлен хорошо. Ну, оценка, можно сказать, удовлетворительная, за исключением того, что у нас сегодня Анна Николаевна говорила. Я с ней немножко не соглашусь. Вы говорите о 8 домах, у меня в записке 7 домов, но мы с вами отдельно разберемся. Олега Кошевого, Комарова, эти дома не в зоне риска, они в работе. Все дома, то, что касается Маганского тракта, 2 километра, Заводская, это Арктикастрой работает. И хочу отметить вам, что все горожане говорят, что управляющие компании подтянулись по городу, есть положительная динамика, и, особенно это касается центра города. В таких районах, как Сайсары, пригородные, пригородные это отдельная зона, а вот строительные Сайсары, работает управляющая компания хорошо, там практически 100%. За исключением Сайсары, это новокарьерный дом, который завершается сейчас, и мы решили элеваторный узел запустить, чтобы не мешать работе. Из 80 котельных в городе Якутске, в которых порядка половины, это 44, более половины, 44 котельных наших, теплоэнергии и 13 ТЦП, на сегодняшний день фактически где-то порядка 70% готовности. Но это не мешает нам запустить город в любое время, потому что котлы, которые в ремонте, они резервные, оборачиваем, поэтому здесь никаких опасений нет. По социальным объектам, по объездам показалось положительно. Хочу обратить внимание, Максим Макарович, вашу работу, предыдущую работу. У нас есть за счет коммерческих организаций, в частности, допустим, Теплоэнергия тоже принимала участие в этом, замена элеваторных узлов. Такая практика у нас по 19-й школе, еще по 12-й, по-моему, школе, 12-я, да, школа? 12-я школа. Там замена элеваторных узлов была за счет экономии. Эти узлы с счетчиками передают через GSM данные. Хорошее качество. Я думаю, такую практику нужно применять и в МКД сегодня, и нашим жителям доводить, что за счет экономии можно замены делать. По Шестаковке. По Шестаковке у нас было выездное совещание, но вопрос по строительству, который сегодня ведется, перехода через реку Шестакова, не решает в комплексе тех пожеланий, которые у нас горожане или жители пригородного требуют, а это сохранение воды в самой Шестаковке. Проект был изготовлен таким образом, что вода, придя с Лены, она будет недолго задерживаться, а объем Шестаковки не будет позволять накапливать уровень воды для потребления микрорайона Пригородный и других выше по течению. По ФКР. По ФКР на сегодняшний день опасений к отопительному сезону нет.
4 дома, которые были запланированы, выполняются. Работы на стадии завершения. Как в прошлом году мы в октябре месяце, в ноябре запускали дома, такого не будет в этом году. Более того, хочу отметить, у них положительная динамика есть то, что они хотя бы сегодня ведут работы, и к те организации, которые, значит, ранее были заключены договора, ну, как бы стараются выполнить, но, тем не менее, значит, отставание по кровле, как уже было сказано, в ряде округов у нас присутствует. Это 10-15%. Мы за этим смотрим, сейчас будем во вторник разбираться, что у нас там, как бы, что можно сделать для того, чтобы исправить, ну, как бы выровнять ситуацию именно по кровлям. По Багараху был выезд у меня в Багарах, коллектив работает в штатном режиме, просят, чтобы мы им предоставили глубокую переработку молока, цех. Это хорошая динамика, люди готовы дальше продолжать улучшать свое финансовое положение. Спасибо. Спасибо, Владимир Ильич. Евдокия Ивановна, пожалуйста. Доброе утро, коллеги. Ну, хочу напомнить, несмотря на то, что Павел Николаевич уже сказал, что сегодня в 10 часов состоится сессия, 9-я очередная сессия Якутской городской думы. На повестке 16 вопросов. Вопросы все хорошо проработаны, прошли все комиссии, состоялся президиум, все вопросы вынесены на сессию, поэтому, я думаю, Светлана Владимировна пройдет она у нас, ну так скажем, в таком хорошем режиме. Завтра, 3 сентября, пресс-конференция по итогам первого года деятельности 4-го созыва Якутской городской думы. Ну, в среду Павел Николаевич тоже сказал уже про депутатские слушания по национальным проектам. Ну, действительно, вопрос очень важный, и сегодня реализация национальных проектов – это один из, ну, таких вопросов, которые стоят на контроле, пожалуй, у всех структур, и федеральных, и региональных, и наших муниципальных, поэтому хотелось бы, чтобы они у нас прошли, так скажем, хорошо. Ну и приближается день рождения нашего города, это значит и каждого, наверное, из нас. Мне бы очень хотелось, ну, чтобы каждый сотрудник окружной администрации понимал, что все эти праздничные мероприятия, день рождения города – это не только работа управления культуры или какого-то отдельно взятого структурного подразделения, какое-то мероприятие, а все вместе, тем более в год консолидации, в год добрососедства, наверное, нужно всем вместе собраться и провести действительно день рождения города, чтобы праздник прошел на хорошем уровне, на высоком уровне, чтобы и у горожан создалось такое очень хорошее настроение. Хочу пожелать организованного, четкого начала отопительного сезона, потому что это тоже очень важно, и от этого, по большому счету, зависит в целом жизнь всего нашего города. Ну и неделя очень такая насыщенная многими мероприятиями, серьезная подготовка к началу отопительного сезона, началу учебного года. Это касается тоже каждого. Подготовка ко дню рождения города. Поэтому хочу пожелать хорошей, слаженной, организованной недели. Удачи. Спасибо. Так, значит, коллеги, предстоящая неделя у нас с вами очень интенсивная. И в плане вот чрезвычайной ситуации, которую мы объявили, необходимо выполнить срочную работу по водоканалу. Второе, на что обращают внимание наши жители, это организация нормальной деятельности городских автобусных маршрутов. Повторяю, что на этой неделе, как будете готовы, вводим, значит, на слушание в общественной палате. В зале присутствуют бригадиры маршрутов. Просьба к общественным слушаниям этим подготовиться. Если есть свои какие-то предложения, то, конечно, мы готовы выслушать и вас. Дальше, второе, на контроле у всех, у всего города, это строительство, реконструкция, значит, улиц города Якутска. Следующая наша тема – это подготовка к зиме, которую мы не снимаем с контроля на протяжении всего периода этого. Мы с вами говорим о том, что мы сейчас начинаем работать над внесением изменений в бюджет 2020 года. Он будет довольно сложный по причине того, что нам необходимо изыскать довольно большое количество дополнительных средств на проведение работ по благоустройству, капитальному ремонту, а также мы должны сделать серьезные вложения в наше предприятие Якутдорстрой в части приобретения асфальтобетонного завода для того, чтобы муниципальное предприятие могло само заниматься и внутриквартальным благоустройством, если получится, войти в программу ремонта городских улиц. Нам так будет дешевле и так будет быстрее.
Значит, по санитарному состоянию города Якутска полагаю, что в ближайший месяц, сентябрь, октябрь, будет ухудшение санитарного состояния. Мы понимаем объективные причины, к сожалению, происходящего, но тем не менее, значит, заключение новых договоров с юридическими лицами, в принципе, может стать источником для, скажем так, если не пополнения оборотных средств, то определенного их движения. На этой неделе мы с вами будем отмечать день рождения города, День города Якутска. 387 лет исполнится нашему с вами городу. И одним из основных мероприятий Дня города будет закладка Парка Победы. Закладка Парка Победы. Мы с вами высадим первые саженцы. Прошел конкурс по выбору концепции Парка Победы. В субботу определен победитель. В средствах массовой информации, пожалуйста, тоже концепцию победителя необходимо будет осветить. И мы с вами еще сейчас должны помочь местным сельхозтоваропроизводителям. Горснаб здесь? Да, здравствуйте. Мы договаривались о том, что управы помогут Горснабу в составлении договоров с владельцами нестационарных торговых объектов в части ранее достигнутой в прошлые годы договоренности о приеме местной продукции. Потому что когда мы встречаемся с местными сельхозпроизводителями, они говорят о том, что, значит, вот привозная картошка, там, с Благовещенска, китайская, еще какая-то, значит, сбыт у них, у самих, он как бы не двигается. То, что можно оптом взять, мы с вами покупаем для школ и для детских садиков, но необходимо поработать, повторюсь, коллеги, с нестационарными торговыми объектами. План вам будет спущен. Главы управ – это ранее достигнутые договоренности, под которые владельцы НТО были согласны, напомните мне, 3 года назад, да? Ну, около того. Поэтому эту работу нам необходимо будет проверить. Ну, готовимся сейчас к началу очередной сессии Якутской городской думы. Удачной всем недели. Сразу позвольте, я оставлю своих на 15 минут, пожалуйста.